Китайские власти запретили книги, содержащие информацию о самобытности и культуре уйгуров, и приговорили к смертной казни большое количество просветителей. По сообщениям Associated Press, в последнее время в Восточном Туркестане сократилось число культурных мероприятий и участились преследования писателей, в чьих трудах преобладает история и культура уйгуров. В 2016 году наряду с 4 сотнями академиков, писателей и поэтов в лагерь политического перевоспитания попал 54-летний Ялкун Рози, обвиненный в подрыве авторитета страны. Китайское правительство подписало указ о введении изменений в управлении Восточного Туркестана, возглавляемого генеральным секретарем Коммунистической партии уйгурского региона Ченом Чуанго. По последним данным, во время встречи с сотрудниками низшей палаты Коммунистической партии в Хотане Чен Чуанго приказал улучшить работу по обеспечению безопасности и стабильности, а также модернизировать методы борьбы с террором и радикализмом. Чен Чуанго напомнил, что такое решение было принято Центральным комитетом 1 ноября во время празднования 70-летия Коммунистической партии Китая. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщила о том, что 23 августа в Пекине по подозрению в шпионаже был задержан австралийский журналист китайского происхождения доктор Янг Хинг Чун. Пейн заявила, что по данному вопросу ведутся переговоры с китайской стороной и напомнила, что власти Австралии обеспокоены состоянием здоровья Янга и условиями, в которых его содержат. Министерство иностранных дел США одобрило поставку вооружения в Японию, Венгрию, Данию, Литву и Южную Корею. По сообщениям Агентства по безопасности при Министерстве обороны, в Японию будет поставлено 73 ракеты СМ-3, дополнительные системы и пусковые установки МК-29 на сумму 3 миллиарда 295 миллионов долларов. Во время пресс-конференции, организованной после встречи с Таипом Эрдоганом, которая прошла в Москве, президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу Турции, желающей обеспечить безопасность своих границ, и подчеркнул, что открытие безопасного коридора на юге Турции важно с точки зрения территориальной целостности Сирии. Напомнив о тесном сотрудничестве сторон в сфере энергетики, Путин заявил, что строительство атомной электростанции Аккую и газопровода Турк-Акым продолжается. В свою очередь Эрдоган принял участие в авиавыставке МАКС-2019 и ознакомился с техническими характеристиками истребителей Су-57.